эфире новости спорта. Здравствуйте. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продлил контракт с РФС. Соглашение со специалистом рассчитано до 30 декабря 2022 года. Отмечается, что контракт вступил в силу с сегодняшнего дня и может быть продлен до 31 июля 2024 года в случае выхода сборной России из группы в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Напомню, Черчесов возглавляет российскую команду с августа 2016 года. Под его руководством сборная на домашнем мировом первенстве впервые в новейшей истории вышла в четвертьфинал турнира. На чемпионат Европы, который должен пройти этим летом, подопечные Черчесова вышли со второго места группы, пустив вперед только лидера рейтинга ФИФА сборную Бельгии. В финальной части чемпионата Европы россияне сыграют в квартете «Б» вместе с командами Дании, Финляндии и Бельгии. Ответный матч 1/8 финала футбольной лиги чемпионов между английским Манчестер Сити и испанским Реалом перенесен из-за коронавируса. Встреча была запланирована на 17 марта и должна была пройти в Манчестере. Ранее стало известно, что Реал ввел карантин для футбольной и баскетбольной команд для профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом. Период карантина составляет 14 дней. Напомню, первый матч между Реалом и Сити, прошедший в Мадриде, завершился победой английского клуба со счетом 2-1. Национальная хоккейная лига приостановила регулярный чемпионат из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Ранее также о приостановке сезона объявили Национальная баскетбольная ассоциация и Главная лига футбола. Мы продолжим следить за всеми необходимыми медицинскими советами и будем способствовать тому, чтобы наши игроки и другие члены сообщества НХЛ принимали все разумные меры предосторожности, в том числе при необходимости путем самостоятельного карантина. Наша цель – возобновить сезон, как только это будет возможно, чтобы мы смогли его завершить и вручить кубок Стэнли победителю. Мы благодарим фанатов НХЛ за их терпение, надеемся, что они будут здоровы, сказал комиссар лиги Гэри Бэтмен. Игроки московского «Динамо» в гостях выиграли у столичного «Спартака» в шестом матче первого раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3-2. В составе победителей шайбы забросили Владимир Брюквин, Андре Петерсон и Дмитрий Яшкин. У красно-белых результативными бросками отличились Робин Ганзел и Александр Хохлачев. Этот матч стал первым в истории КХЛ, который состоялся при пустых трибунах. Зрителей не допустили из-за распространения коронавирусной инфекции. «Динамовцы» выиграли серию со счетом 4-2 и вышли в четвертьфинал турнира, где встретятся с московским ЦСКА. В прошлом году эти команды также играли во втором раунде плей-офф. Тогда победу в серии со счетом 4-1 праздновали армейцы. В Греции стартовала эстафета Олимпийского огня. Несмотря на пандемию коронавируса, Международный олимпийский комитет настаивает, что игры в Токио пройдут, как и было запланировано. Огонь 32-х игр загорелся в четверг в древней Олимпии на западе полуострова Пелопоннес. Актриса Ксанти Георгио, изображавшая верховную жрицу, поднесла традиционный факел к параболическому зеркалу, и солнечные лучи зажгли пламя. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заверил, что игры пройдут, как и было запланировано, несмотря на глобальную эпидемию коронавирусной инфекции. 19 недель до церемонии открытия Олимпиады в Токио, и мы уверены, что она состоится, благодаря властям и спортивным комитетам по всему миру. Они делают все возможное, чтобы остановить распространение коронавируса. Зажжение олимпийского огня в храме богини Геры впервые с 1984 года проходило без зрителей, обычно заполняющих все зеленые склоны. Здесь присутствовали лишь специально аккредитованные чиновники. Из-за пандемии власти стараются не проводить массовых мероприятий. Олимпиада в Токио должна начаться 24 июля. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.